Сейчас я хотел бы коснуться очень важной для меня темы, именно темы, как важно как для националиста. У нас в Российской Федерации ввели статью «Нельзя сейчас призывать к отделению какой-то части России, потому что это очень серьезное уголовное преступление, это тюрьма». Но сейчас уже новый закон идет, законопроект уже первое чтение точно прошел, будет запрещено даже обсуждать. И то есть граждане Российской Федерации, не только чеченцы, а вообще все граждане Российской Федерации лишаются права, которое закреплено во всех межгосударственных договорах. Одно из самых главных прав в мире – право на самоопределение. Как вы считаете, почему вот кремлевский режим Владимира Путина запрещает гражданам Российской Федерации даже думать, высказываться на эту тему? Анатолий, я думаю, что Путин очень хорошо понимает. В лице Путина мы имеем в виду и говорим о его окружении и о правящем режиме. Правящий режим очень хорошо осознает и понимает, что они совершили в течение этих 20 лет. Все, что Путин сделал сегодня, в принципе, он сделал все, что Россию изолировал от внешнего мира. Россия сегодня находится под санкциями, под жесточайшими санкциями. И даже сейчас, несмотря на все это, продолжаются дискуссии по поводу, как еще усилить санкции против России. Но все это началось в Чечне. Путин, имитируя политический процесс, он на самом деле подменил политический процесс под под этот диктат. Допустим, попытка провести референдум в Чечне с тем, чтобы чеченцы проголосовали, что Чечня является частью Российской Федерации, субъектом. Это было сделано под жесточайшим диктатом. То есть Путин шантажировал, угрожал. Буквально завтра были намечены выборы. Сегодня вечером он сделал послание и обращение к чеченцам. Если вы не хотите, чтобы в 2 часа или в 3 часа ночи к вам врывались, забирали ваших детей, они исчезали бесследно и прочее, прочее, то вы завтра пойдете и проголосуете за Конституцию. Если вы не хотите, чтобы продолжались зачистки, этнические чистки, бомбежки и продолжение войны, вы проголосуете. То есть он сделал все, чтобы люди пошли на это голосование. Хотя тогда никакого голосования. И мир не принял ни этот референдум, ни результаты голосования. Однако Путин это утвердил, и российское общество это проглотило. Потом была Грузия, потом Украина. Вот почему сегодня Путину необходимо было поменять Конституцию и исключить вообще разговор или дискуссию на тему освобождения или отделения, отдаления, вот что-то связанное с каким-то правом, данным Всевышним народом, национальностям и подтвержденное международными нормами и принципами. Принцип народа на самоопределение, он есть, и он является, в принципе, главным вот в международной политике и международных делах. Есть принцип территориальной целостности, но это две разные вещи, которые могут рассматриваться в разных аспектах, в зависимости от исключительно ситуации, где и когда это, какая статья применительна в этом, вернее, какой принцип применителен. Но в большей степени я думаю, что то, что Путин сейчас сделал, это распространяется на Крым и на Симферополь, и на, естественно, те территории от Грузии, которые он отторг. Это они как бы являются они признаны как независимые государства. В последующем у меня нет никаких сомнений, что Южную Осетию они просто присоединят к России, а вот с Абхазией вопрос будет немного сложновато. Вы один момент надо Извините, обратить внимание, что пожалуйста. вот эти Да, границы. да, пожалуйста, продолжайте. Был сбой связи, пожалуйста, продолжайте. Пожалуйста. Потому что вот границы там в этих новых статьях Конституции руководство, оно может путем демаркации отделить любую часть. Только это гражданам не позволено или национальностям не позволено говорить о каком-то суверенитете. А сама власть может
отделить, продать, передать, подарить, все что угодно. То есть это полное игнорирование самого общества или общественного мнения. Но я думаю, Анатолий, на самом деле, вот все это уйдет вместе с Путиным и с правящим режимом. Потому что все нормативные акты, которые приняты этим режимом, они нелегитимны. И поэтому я думаю, что после падения или свержения путинского режима Россия должна будет вернуться, если он до этого не расчленит ее и не трансформирует какое-то новое государственное образование по образу и по опыту СССР. Да, я исключаю, что Россия сегодня может развалиться на какие-то части, 9 частей или... Но что Россия может трансформироваться, как в свое время СССР трансформировалась в СНГ, а для полного распада СССР потребовалось 25 лет. Что такой вариант предусмотрен, и вот этот вариант рассматривается, у меня нет сомнений. Как доказательство я вам приведу один пример. То, что я наблюдал, да, потому что я уже лет 25-26, в принципе, вовлечен во все политические и военные процессы между Россией и Чечней, вокруг Чечни и в самой России. Вот 99-й год, перед началом второй чеченской кампании, я слушал одного американского политолога, эксперта по России, который, кстати, работал еще с Абдрахманом Авторханом и с Рейганом работал, который назвал СССР империей зла и, в общем-то, очень во многом способствовал тому, что Россия, вернее, СССР перестал существовать. Это человек, который работал именно в его команде. Он сделал такое заявление, что Россия в ближайшие годы разделится на 9 частей. Анатолий, обратите внимание, 99-й год, 1999 год, американец говорит, что Россия разделится на 9 частей. Естественно, у всех вопрос, каким образом, о чем он говорит, да, потому что тогда Россия представляла, по-моему, 86 субъектов или 84, я не знаю. И вот что происходит. Война в Чечне, приход к власти Путина. Война в Чечне и приход к власти Путина – это одна операция была. Взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, спецоперация в Дагестане, якобы нападение чеченских повстанцев на Дагестан и последующим уже приход к власти Путина. Ельцин объявляет своим правопреемником. И обратите внимание, кого из 3 кандидатов вот при демократических реформах, так называемых, которые Ельцин проводит, 3 основных кандидата являются ФСБшниками или КГБшниками, представителями КГБ. Примаков, СВР, Степашин, ФСК, ФСБ и Путин, директор ФСБ. Да? То есть эти 3. И, естественно, окончательная ставка сделана на Путина. И что происходит? Первое, после начала второй военной кампании, в 2000 году Путин делит Россию на 7 частей, Анатолий. 7 федеральных округов. В 2008 году, после того, как было провозглашено так называемое, была завершена спецоперация по провозглашению Кавказских Эмиратов, сначала они включили вот эти субъекты в так называемый проект Эмиратов, республики, Адыгея, Ставропольский край, там, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, но следом за этим, после этого Путин объявляет 8-й федеральный округ, Северокавказский. То есть Россию делит на 8 частей. Анатолий, проходит какое-то время, 2014 год, аннексия Крыма и Симферополя, Крым и Симферополь объявляется 9-м федеральным округом Российской Федерации. Сегодня Россия разделена на 9 частей. Со всеми, не просто там на карте проведены линии, да, это сформированы управленческие центры в 9 регионах, 9 округах. Это, в принципе, тот же принцип, который был заложен в СССР. Да, были союзные республики и были местные свои структуры власти. Точно так же теперешние там так называемые губернаторы там, краев, областей, это абсолютно номинально. Не мэры, не... Главное, центр – это представитель, который возглавляет федеральный округ. И основная
основная власть и все силы сосредоточены там. То есть Россия подготовлена для того, чтобы ее разделить на 9 частей. Вот как она будет называться? Я почему говорю? Естественно, никто не допустит распада России, да, что анархии там, чтобы вот это ядерное, химическое, бактериологическое оружие, химическое уже гуляет по всему миру. Вот тот арсенал, которым руководит Путин, он гуляет по всему миру, и мир уже обеспокоен этим. И поэтому я думаю, что при Путине, возможно, даже уже бытность Путина может произойти трансформация вот Российской Федерации, сегодняшней России. Или же его преемник сделает это. Поэтому нам, думаю, что особо беспокоиться о тех пунктах, которые Путин добавил в Конституцию, как отвлекающий маневр, да, это было сделано с одной единственной целью. Все эти такие приманки для каждого социального слоя в обществе. Для националистов это, для других вот это там, для государственников вот это. Все эти пилюли, которые были заложены в так называемую новую конституцию, являлись прикрытием главного. Это правление Путина до гроба, да, на оставшийся век, чтобы его оставить. Поэтому особо, мне кажется, ни националистам, ни сепаратистам беспокоиться по поводу вот этих нормативных актов и вот изменений в Конституции, мне кажется, не стоит, Анатолий. Я вообще не беспокоюсь об этом. Просто люди будут попадаться под уголовные статьи, под сроки попадать. Я считаю, что в России должна быть революция. Революция – это кардинальные изменения. И должна быть учреждена страна и строиться на действительно демократических принципах. А сейчас будет провокационный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если произойдет в России революция, ну и, к примеру, пройдет там 5-7 лет, и может быть 3 года, и будет назначен референдум в Чечне, так же, как вот в Великобритании был назначен референдум. И без всякого давления жители Чечни, если захотят жить совместно с русскими. При этом, я считаю, русские тоже должны захотеть жить совместно с чеченцами. Их волю тоже надо спрашивать. Как вы отнесетесь к этому? Примете ли вы такую волю народа? Или будете считать, что нет, все равно нужна независимость? Так, Анатолий, значит, будем исходить из сегодняшних реалий, да, вот что мы имеем на сегодняшний день. На сегодняшний день официально это признанный факт и международным сообществом, и Россией, и Чечней. Чечня находится под российской оккупацией. И мы провели в 2017 году в Брюсселе мы провели большую конференцию, приуроченную к 20-й годовщине подписания договора о мире между Россией и Чечней. 1997 год, 12 мая, Ельцин и Масхадов подписали договор о мире и обозначили основные принципы взаимоотношений России, которые сложатся между Россией и Чечней. Я считаю, что этот договор, начиная еще с Кавказской войны, является нашим общим достижением и русских, и чеченцев. И я уверен, что рано или поздно, вот когда произойдет революция или какие-то смена режима, произойдут какие-то реформы, политические реформы или трансформация российского государства в какое-то другое государственное образование, безусловно, мы должны будем вернуться к статусу кво. То есть у нас есть правовая площадка. Это договор о мире, подписанный Ельциным и Масхадовым. Этот договор, он имеет силу. Мы являемся правопреемниками. Вот правительство, которым я руковожу, и наше правительство, которое находится здесь, и наши организации, которые находятся в условиях подполья на территории Чечни, они являются правопреемниками. И мы будем настаивать на том, чтобы Россия и Чечня вернулись к этому договору о мире. А вот этот договор о мире, Анатолий, нам позволяет решить все вопросы. Вы совершенно правильно сказали. Независимость для чеченцев никогда не являлась самоцелью. Об этом говорил Джохар Дудаев,
говорил Зелимхан Масхадов, и я подтверждаю, независимость для нас не является самоцелью. В свое время Ельцин, потом на каком-то этапе и Путин сказали тоже, что статус Чечни для них, для России не является каким-то важным, что лишь бы Чечня не являлась плацдармом для совершения агрессии против России. Вот эти две принципиально политические составляющие, Анатолий, думаю, является вот той правовой основой для того, чтобы мы, Россия и Чечня, определили свои взаимоотношения. Это мой принцип, это мой подход. Но, как говорится, время покажет, как все будет складываться. Но официальная позиция чеченского руководства по этому вопросе заключается в этом. Спасибо большое за этот ответ. Он мне очень по душе. С любой стороны, как смотрю, вот нравится мне этот ответ. Я всегда считал, что любой народ имеет право на самоопределение. Ну, правда, нужно учитывать другой народ. Если один народ хочет к другому присоединиться, мнение того тоже нужно спросить, хочет ли он такого присоединения. Тоже абсолютно я согласен. Вот. И Абсолютно я согласен. есть еще один вопрос от наших зрителей, который я хотел бы вам задать. Кадыров недавно заявил, что просит считать его заказчиком, значит, убийства Навального, отравления Навального. Как вы можете прокомментировать эти слова Кадырова? Знаете, Анатолий, на самом деле комментировать или говорить об этом субъекте, я хочу, чтобы наши слушатели, наши зрители понимали, я абсолютно согласен и понимаю, относительно политических оппонентов нужно быть немного политкорректными. Но в данном случае ни Кадыров, ни его ближайшее окружение, я не считаю их политическими оппонентами. Это моральные уроды, это люди, это опухоль не столько на теле Чечни, а это опухоль, которая изнутри разлагает саму Россию. И почему-то Путин обязывает гражданское население, вот, то есть российское общество, платить дань вот этим бандитам, этим отморозкам, в прямом смысле этого слова. Они строят золотые дворцы, они заказывают убийства, они совершают преступления как на территории России, также и за пределами России, которые впрямую несет ответственность сама Россия. Именно благодаря действиям Кадырова и его бандюгов, которые здесь беспредельничали на Западе, в Европе, совершая убийства, во многом Европейский Союз пересмотрел свое отношение по визовому вопросу, связанное с Россией. Там очень усиленно рассматривался вопрос предоставления России безвизовое установление безвизового режима. Я вас уверяю, во многом благодаря вот этим отморозкам, которые от имени России здесь совершают преступления, и был пересмотрен этот вопрос. То есть во многом сегодня, да, чеченцы страдают. Для чеченцев назначение вот этого человека главой республики или лидером нации Путиным – это вызов всему обществу. Да, есть определенная категория людей вокруг той кормушки, которая сегодня обеспечивает Кадыров. Но это в количественном отношении это 2%. Если 2, я даже думаю, что и 2% нет. И теперь у меня вопрос. Кто из них больше от кого зависит? Лично Путин от Кадырова или Кадыров от Путина? Ну что они являются, что Путин является заложником вот той структуры, которую он создал в Чечне, с тем, чтобы продемонстрировать россиянам лояльность со стороны чеченцев, он является заложником этого собственного изобретения. Конечно, то, что сказал Рамзан Кадыров, вы должны понимать еще одно. Умственные его способности – это одно, но еще есть психологические моменты. Вот если бы он на одну минуту почувствовал бы или подумал бы, что это может не понравиться Путину, я вас уверяю, он не сделал бы. Вот Путин и Кадыров, они стоят друг друга. По психологическому портрету они очень схожи. Вот
те комплексы, которые есть у Кадырова, начиная с детства, да, то есть у Кадырова и Путина они совпадают, они были обделены. И этот был закомплексован еще с детства, и Путин нам не раз говорил об этом. Вот они нашли как бы друг друга. И поэтому я думаю, что вопрос Кадырова напрямую, и все выходки его, и все, что он делает, они напрямую связаны с Путиным, и ответственность за это несет, естественно, Путин.